Шуайб, мир ему, призывает свой народ к единобожию. Мадьяниты были неверными, занимались разбоями на дорогах, внушали страх путникам и поклонялись роще, в которой густо росли деревья. Кроме того, они нечестно вели торговые дела, обмеривая и обвешивая людей. Аллах послал к ним человека из их числа по имени Шуайб, мир ему. Он призывал их к поклонению одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища, и запрещал творить дурное, а именно присваивать то, что по праву принадлежало людям, и наводить страх на путников. Некоторые из них уверовали в него, но в большинстве своем они остались неверными, за что Аллах подверг их суровому наказанию. Аллах Всевышний сказал: «И мы послали к мадьянитам их брата Шуайба. Он сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас Бога кроме Него, уже пришло к вам явное доказательство от вашего Господа». Слова Шуайба означали: «У вас есть неопровержимые доказательства истинности того, с чем я пришел к вам, и того, что меня послал Аллах». Шуайб имел в виду чудеса, которые он творил по воле Аллаха, хотя о каких именно чудесах идет речь, мы не знаем. Шуайб, мир ему, также сказал: «Так отмеривайте же и отвешивайте сполна, и не удерживайте того, что по праву принадлежит людям, и не распространяйте нечестие по земле после того, как на ней был наведен порядок». Другими словами, он велел им придерживаться справедливости и запрещал притеснять людей и наводить на них страх. Шуайб сказал: «Так будет лучше для вас, если вы верующие, и не сидите на каждой дороге, угрожая людям». Здесь имеется в виду, что им не следовало сидеть на дорогах, угрожая людям тем, что они отберут их имущество под предлогом сбора податей или иными предлогами и наводя страх на путников. Шуайб также сказал: «Отвращая от пути Аллаха тех, кто уверовал в него, и стремясь искривить этот путь». Иначе говоря, он запрещал своим соплеменникам как разбойничать на дорогах, так и отвращать людей от пути Аллаха. Шуайб также сказал: «Помните, что вас было мало, а потом он сделал вас многочисленными, и поразмыслите о том, каким был исход для тех, кто распространял нечестие». Он напомнил мадьянитам о милости, оказанной им Аллахом, который увеличил их численность, тогда как прежде их было мало, и предупредил о том, что Аллах отомстит им, если они поступят вопреки указаниям его посланника. Шуайб также сказал им: «Не обмеривайте и не обвешивайте. Поистине я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнет наказание в тот день, который охватит вас со всех сторон. Это значит, откажитесь от совершения того, что вы делаете, иначе Аллах лишит вас того, что Он вам даровал, сделает вас бедными и заберет то, что вас обогащает. Кроме того, вы подвергнетесь мучениям в мире вечном, а люди, которых ждут бедствия в обоих мирах, заключили убыточную сделку». Сначала Шуайб строго отчитал мадьянитов и запретил им заниматься таким неподобающим делом, как обвешивание людей и обмеривание, предупредив, что за это Аллах лишит их своей милости в мире дольнем и подвергнет мучительному наказанию в мире вечном. Потом он сказал им: «О народ мой, отмеривайте и отвешивайте по справедливости, не удерживайте того, что по праву принадлежит людям, и не чините зла на земле, распространяя нечестие. То, что оставит вам Аллах, лучше для вас, если вы верующие, а я не являюсь вашим хранителем». Как указывали Ибн Аббас и Аль-Хасан Аль-Басри, слова «то, что оставит вам Аллах» означают удел, который дарует вам Аллах, будет для вас лучше чужого имущества, которое вы присвоите. Ибн Джарир сказал: «Это значит, прибыль, которую вы получите, отмеривая и отвешивая сполна, будет для вас лучше имущества людей, которые вы присваиваете, обвешивая и обмеривая их». Тафсир Табари, том 7, страница 98. Слова Ибн Джарира верны, и они соответствуют смыслу того аята, в котором сказано: «Скажи, не равны друг другу мерзкое и благое, даже если обилие мерзкого и понравится тебе. Бойтесь же Аллаха, о обладающие разумом, чтобы вы преуспели». Сура 5, аят 100.
Это значит, что малое количество дозволенного лучше для вас, чем обилие запретного, ибо дозволенное благословенно, даже если его мало, запретное же будет уничтожено, даже если его много. На это указывают и другие слова Аллаха, который сказал: «Аллах уничтожит лихву и будет увеличивать милостыню». Имеется в виду, что прибыль, полученная с помощью ростовщества, благословенной не будет, а приведет к потерям. Что же касается того, что отдается в качестве милостыни, то это не только приумножит богатство, но и обеспечит человеку награду. Сура 2, аят 276. Что же касается посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, то он сказал: «Поистине даже большая прибыль, полученная с помощью ростовщичества, неизбежно станет малой». Ахмад, том 1, страница 395. Ибн Маджа, номер 2279. Аль-Хаким, том 2, страница 37. Передают со слов Хакима ибн Хизама, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, также сказал: покупатель и продавец остаются свободными в своем выборе, имеется в виду, что они могут вернуть купленный или проданный товар или оставить его у себя до тех пор, пока они не расстались друг с другом, и если оба они были правдивы и разъясняли, то есть продавец указывал на качество и имеющиеся недостатки товара, а покупатель на условия и сроки оплаты, сделка их будет благословенной. Если же они скрывали что-то и лгали друг другу, то благо их сделки будет уничтожено, то есть в конечном итоге полученная прибыль обернется убытками. Бухари, номер 2079. Смысл этих указаний состоит в том, что и малая дозволенная прибыль будет благословенной, запретная же не принесет пользы, даже если его будет много. Вот почему пророк Аллаха Шуайб, мир ему, сказал: «То, что оставит вам Аллах, лучше для вас, если вы верующие». Он также сказал: «А я не являюсь вашим хранителем». Это значит, делайте, что вам было велено, ради Аллаха и в надежде на его награду, а не для того, чтобы это увидел я или кто-нибудь другой. Аллах Всевышний сказал: «Они сказали: «О Шуайб, неужели твоя молитва велит тебе, чтобы мы отреклись от богов, которым поклонялись наши отцы, или перестали распоряжаться нашим имуществом, как мы того желаем? Ты ведь кроток и благоразумен». Мадьяниты говорили это, насмехаясь над Шуайбом и желая унизить его. Смысл их слов заключался в следующем: «Не молитвы ли, которые ты совершаешь, велят тебе запрещать нам делать то, что мы делаем, и поклоняться только твоему Богу? И не они ли велят, чтобы мы отказались от поклонения богам, которым поклонялись наши праотцы? И не они ли велят, чтобы мы поступали только так, как тебе угодно, и отказались от того, чего не желаешь ты, но что нравится нам? Ты ведь кроток и благоразумен». Ибн Аббас, Маймун ибн Михран, ибн Джурайдж, Зайд ибн Аслям и ибн Джарир говорили: такие слова произносят враги Аллаха, когда глумятся над кем-либо. Тафсир Табари, том 12, страница 62. Аллах Всевышний сказал: «Он сказал: «О народ мой, скажите, а если есть у меня явное доказательство от моего Господа, и Он даровал мне прекрасный удел, я не хочу отличаться от вас и совершать то, что запрещаю вам, а хочу лишь исправить то, что смогу. Помощь мне оказывает только Аллах, я же уповаю на Него и к Нему обращаюсь». Таким образом, Шуайб мягко говорил с ними и осуществлял свой призыв к истине, используя самые ясные указания. Смысл его слов заключался в следующем: «Скажите мне, о те, кто считает мои слова ложью, а если есть у меня явное доказательство от моего Господа, то есть, а если я выполняю явное веление Аллаха Всевышнего, и это Он послал меня к вам». Слова «Он даровал мне прекрасный удел» указывают, что на него была возложена миссия пророка и посланника. Иначе говоря, Шуайб спрашивал: «Что мне делать с вами, если вы ничего не знаете об этой миссии?» Нечто подобное говорил людям своего народа и Нух, мир ему. Слова Шуайба «я не хочу отличаться от вас и совершать то, что запрещаю вам» означают: если я велю вам что-либо, то и сам буду выполнять это, а если запрещу что-либо, то первым откажусь от этого. Подобное качество является похвальным и великим, тогда как качество, противоположное ему, следует считать достойным порицания.
Корана. Оно было присуще поздним книжникам и невежественным проповедникам из числа израильтян, к которым обращены слова Аллаха Всевышнего. «Неужели велите вы людям держаться благочестия, а о самих себе забываете, хотя и читаете Писание? Разве вы не разумеете?» Сура 2, аят 44. Сообщается, что Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: в день воскресения приведут человека и ввергнут его в огонь, и вывалятся в огонь кишки его, и будет он крутиться в них, подобно ослу, вращающему жернова мельницы, и соберутся около него те, кто попадет в ад, и станут говорить: что с тобой, о такой-то? Не побуждал ли ты нас к одобряемому и не удерживал ли от порицаемого?» На это он скажет: «Да, я побуждал вас к одобряемому, но сам одобряемого не совершал, и я удерживал вас от порицаемого, а сам делал это». Бухари номер 3267, Муслим номер 2989. Подобное качество присуще противникам пророков из числа нечестивых и злосчастных людей. Что же касается разумных людей из числа улемов, которые боятся своего Господа, хотя и не видят его, то они поступают так, как сказал об этом пророк Аллаха Шуайб, мир ему: «Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что запрещаю вам, а хочу лишь исправить то, что смогу. Помощь мне оказывает только Аллах, я же уповаю на Него и к Нему обращаюсь. Это значит, во всем, что бы я ни делал, я по мере своих возможностей стремлюсь только к исправлению ваших дел и слов». Слова «помощь мне оказывает только Аллах» означают: это касается всех моих дел. Слова «я же уповаю на Него и к Нему обращаюсь» означают: я уповаю на Него во всех своих делах и всегда обращаюсь к Нему. Говоря это, Шуайб побуждал мадьянитов к благу. Затем он прибег к устрашению и сказал: «О народ мой, да не навлекут на вас разногласия со мной нечто подобное тому, что постигло народ Нуха или народ Худа или народ Салиха, ведь недалек от вас народ Лута. Это значит, пусть ваша ненависть к тому, с чем я пришел к вам, и ваше сопротивление мне не способствует тому, чтобы вы и дальше пребывали в плену заблуждений и невежества, иначе Аллах подвергнет вас такому же наказанию, какому подверглись подобные вам люди народа Нуха, люди народа Худа и люди народа Салиха, которые считали пророков лжецами и противились им». По мнению некоторых толкователей, слова «недалек от вас народ Лута» указывают на близость по времени. По мнению некоторых других имеется в виду то, что они жили недалеко от них. Говорят также, что смысл этих слов таков: они недалеки от вас по своим качествам и отвратительным делам, ибо они также разбойничали на дорогах и присваивали имущество людей открыто и тайно, прибегая к разным уловкам и пользуясь сомнительными методами. Эти мнения не противоречат друг другу, поскольку можно сказать, что мадьяниты были недалеки от народа Лута и по времени, и по месту жительства, и по своим делам. Обращаясь к мадьянитам, Шуайб сочетал устрашение с побуждением. Так, например, он сказал: «Просите же прощения у вашего Господа, а потом принесите Ему покаяние, ведь Господь мой милосердный, любящий». Это значит, откажитесь от того, чем вы занимаетесь, и принесите покаяние вашему милосердному и любящему Господу, принимающему покаяние тех, кто приносит Ему покаяние, ибо по отношению к своим рабам Он проявляет больше милосердия, чем мать по отношению к своему ребенку, и он является любящим, ибо примет покаяние своего раба, даже если тот совершит тягчайшие грехи. Аллах Всевышний сказал: «Они сказали: о Шуайб, мы не понимаем многого из того, что ты говоришь, а поистине мы видим, что ты являешься одним из слабых среди нас». Сообщается, что Ибн Аббас, Саид ибн Джубайр и Суфьян ас-Саури упоминали, что Шуайб, мир ему, был слеп. Аль-Хаким, том 2, страница 568, Ибн Асакир, том 23, страница 71. Слова мадьянитов «если бы не твой род, мы непременно подвергли бы тебя побиванию камнями» свидетельствуют о крайнем неверии и отвратительном упрямстве этих людей. Что же касается их слов «мы не
понимаем многого из того, что ты говоришь, то они подразумевали следующее: мы не понимаем, что ты говоришь, поскольку нам это не нравится, и мы этого не желаем. Таким образом, они говорили нечто подобное тому, что говорили посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, неверные курайшиты, слова которых приводятся в Коране. Аллах Всевышний сказал: «Они говорят, наши сердца окутаны покровами, закрывающими их от того, к чему ты нас призываешь. Наши уши поражены глухотой, и нас отделяет от тебя завеса. Действуй согласно велениям твоей религии, мы же будем действовать согласно велениям своей». Сура 41, аят 5. Слова мадьянитов «мы видим, что ты являешься одним из слабых среди нас» означают, что они считали его преследуемым и всеми покинутым, ибо они говорили: «Если бы не твой род, мы непременно подвергли бы тебя побиванию камнями». Шуайб сказал: «О народ мой, неужели для вас мой род дороже Аллаха? То есть неужели вы боитесь моих соплеменников и не боитесь наказания Аллаха? Вы не уважаете меня потому, что я посланник Аллаха? Вы считаете, что мои родственники могущественнее Аллаха, и поэтому вы отвернулись от него?» Шуайб сказал: «Поистине знание Господа моего объемлет собой все, что вы творите. Это значит, Аллах знает обо всем, что вы делаете, и Он воздаст вам за это в тот день, когда вы вернетесь